Я Давдаева Леда, работаю актрисой в Чеченском государственном академическом драматическом театре имени Хампаши Нурадилова. Мое знакомство с театром началось еще в далеком 2006 году. Будучи студенткой первого курса актерского мастерства, это мастерская Алимы Рисултанова, объявили кастинг на сказку «Красная шапочка». Тогда режиссер был Руслан Хакишев, и на роль этой красной шапочки нужна была молодая актриса. И после просмотра режиссер посмотрел и выбрал двух девочек, меня и еще одну мою сокурсницу. Таким образом, успешно пройдя этот кастинг, я пришла в этот театр. В это время еще не было условий в театре. Мы выступали прямо в фойе, но зал был забит детьми. Это было очень интересно. Я впервые вообще побыла в театре. Я даже не знала, что есть такое искусство. Ну, мы привыкли видеть певцов, кино, да, как люди поют. Я с детства этим тоже, можно сказать, болела. Наверное, как и все девочки, хотела петь, стать певицей. Но вот это актерское мастерство, это немножко другое. Оно включает в себя не только пение, не только игру. Это, ну, как говорят, перевоплощение. Хотя перевоплощение для меня немножко это сложновато так говорить, ну, и, наверное, и неправильно. Скорее всего, если вспомнить систему Станиславского, я в предлагаемых обстоятельствах. Мне легче бывает, когда я могу примерить эту роль на себя. То есть представить себя на месте этого персонажа. В 2009 году, услышав, что открылся молодежный театр «Серло», мне захотелось попробовать себя и в этом театре тоже, так как в Чеченском театре у меня были роли только в сказках. Дальше таких драматических ролей у меня не было в серьезных спектаклях. И уже в 2010 году по пьесе Мусы Ахмадова стали ставить спектакль «Ушедший за саваном». У меня там была роль Бикато, это дочь главного героя, одна из главных ролей, первых. Мне очень симпатизировала журналистика, вот это дикторское искусство тоже очень нравилось. Наверное, поэтому я выбрала филфак, филологический факультет, но с актерским мастерством мне, не скажу, что пришлось остаться, мне захотелось там остаться. Я считаю, что профессию актера нельзя выбрать самому, эта профессия сама тебя выбирает. Сколько раз было принято решение, были сомнения уйти из театра, заняться чем-нибудь другим, может, это все-таки не мое, потому что не все роли даются и не все роли подходят человеку. Но когда режиссер тебя видит, мы как считаем, успех любого спектакля на 50% это правильное распределение ролей. Вначале мне не очень везло с ролями, не знаю, может, в силу возраста или типажа своего не совсем подходящего, например, под классику, скажем так, да. Мне довелось сыграть во множествах спектаклей, как главные роли, так и второстепенные, массовка. Это все на самом деле очень интересно. И в массовке тоже играть, потому что на самом деле масса, она создает атмосферу спектакля. Главный герой, да, это хорошо, это всегда входит в твою копилку. Масса – это, мне кажется, больше помощь своему партнеру, своим коллегам. Поэтому такой опыт тоже важен и нужен. Вот наш замечательный музей. Это рассказы Чехова, поставленные еще в 2020 году. Здесь у меня роль «Девушка в голубом». Кстати, постановка режиссера нашего Рамзана Умаева, говоря о нашем менталитете, да, девушке, женщине. На самом деле нелегко работать в культуре, вообще быть творческим человеком. Мне, наверное, не наверное, а точно повезло с тем, что
мой супруг тоже работает в театре, и он и актер, и режиссер, где-то еще и сценарист, ведущий. И поэтому у меня не было как таковых ограничений, и была свобода. Вообще театр для меня – это свобода. Свобода быть тем, кем я, к примеру, не смогла стать в жизни. Например, врачом, певицей. Мы тоже поем в спектаклях своих, да, танцовщицами. Это очень нравятся танцы. Поэтому я с удовольствием соглашаюсь танцевать во всех спектаклях безотказно. Еще в самом начале моего творческого пути, если говорить о таких серьезных ролях, это и сказка, конечно, «Волшебная лампа Аладдина». Я играла роль Жасмин. Тоже был очень интересный опыт, красивый опыт, потому что девушке важно играть в красивом костюме, быть принцессой. Нам же с детства хочется примерить корону, вот это пышное платье. И с этими ролями, да, мне немножко повезло тоже. Если говорить о любимых ролях, к примеру, о комедийных ролях, это, скорее всего, роль Марии Испеха по пьесе Альваро Портеса «Дом, где все кувырком». Спектакль, кстати, на русском языке. У нас, так как национальный театр, все спектакли идут на чеченском языке, но с синхронным переводом на русский язык. Кстати, этим переводом я тоже занимаюсь параллельно со своей актерской деятельностью. Спектакли, в которых я играю: «Свекровь и 6 снох», это «Женитьба Бальзаминова», это «Женитьба Гоголя» по Гоголю. В данный момент мы занимаемся восстановлением спектакля «Захаров. Чеченец из Дади-юрта» в постановке режиссера Руслана Хакишева. Там, правда, мы играем в таких эпизодических ролях. У нас там танцы, такие маскарадные костюмы, бал. Это очень интересно на самом деле. Если назвать одной из самых сложных ролей, это роль из «Легенды о любви». Она мне далась очень тяжело. Это очень психологически, драматически тяжелая роль. Хотя очень красивая роль. У нас там красивые турецкие костюмы. Я счастлива, что я здесь. Я очень горжусь, что я работаю в единственном чеченском государственном национальном театре. Это действительно большое счастье для меня.